Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, дорогие друзья. Существует ли сглаз? Спрашивают многие. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, тоже спрашивался этим вопросом. И он ответил на этот вопрос такими словами. Поистине, аляйн, сглаз, хак, он существует, он имеет место быть. По поводу сглаза есть вообще хадис, в котором описывается, как один сахабий омывался, брал омовение, и в этот момент проходил Абдулла ибн Рабиа, увидел его белоснежную кожу и восхитился, сказал: какая у тебя белая кожа, как ты вообще, очень красивая кожа у тебя. Потому что для них это было в диковинку, когда человек белокожий, когда у него настолько белоснежная кожа. И после этих слов сахаба, которым он восхитился, он падает, потеряв сознание. Его приносят к пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, и говорят, что ему резко стало плохо. Не зная причины его недуга, пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, взглянул на него, услышав, как это все произошло, он спросил: кто-нибудь восхищался ли им? Кто-нибудь нахваливал ли его? На кого можете подумать? И они сказали, что проходил мимо Абдулла ибн Рабиа, восхитился им, красотой его тела, его белой кожи, и он после этого потерял сознание. Тогда пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, позвал Абдулла ибн Рабиа, сказал: если бы ты сказал «Субханаллах», «Альхамдулилля», «Маша Аллах», восхваляя Всевышнего, если бы ты восхвалил его красоту кожи, то ты бы не навредил ему. Но просто восхваляя его самого, то ты таким образом навлек на него сглаз. И тогда пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, повелел ему взять омовение и омыть того, кого сглазили этой водой. После этого он очнулся, пришел в себя, и весь недуг с него сошел, описывается в хадисе. Как раз из этого хадиса мы можем осознать, понять тот момент, что каждый раз мы можем увидеть своих детей, внуков, соседей, друзей, своих близких, тех людей, которые нам близки, дороги. И, возможно, даже мы, не желая им зла, мы можем случайно их сглазить. Как же нужно поступать, чтобы не навредить им? Нужно восхвалять их. Например: «Ого, какой шустрый ребенок!» Не просто шустрый. «Субханаллах! Слава Аллаху, какой он шустрый!» Хвала Всевышнему, хвала Аллаху, какой он красивый! И, восхваляя Всевышнего, восхвалять красоту. Даже, например, пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в другом хадисе приводит пример по поводу сглаза. Он говорит: если кто-то восхитится вашим верблюдом, его быстротою, восхитится тем, насколько большую поклажу, груз может поднимать ваш верблюд, и на следующий день вы можете остаться без верблюда, то есть ваш верблюд погибнет даже до такой степени. Поэтому, если восхищаетесь, вплоть до того, что восхищаетесь машиной, восхищаетесь животным, восхищаетесь человеком, детьми или чьей-то успешностью, чьими-то знаниями, то, восхваляя Всевышнего, восхваляйте эту красоту, таким образом ненароком вы не навредите этому человеку или этому созданию. Дорогие друзья, этот хадис уберегает от многих бед. Даже вы получаете огромное вознаграждение, потому что восхваляете в каждом своем шаге Всевышнего Аллаха Тааля. И таким образом оберегаете и себя, и своих близких, и тех, кто вас окружает, от страшной напасти, такой напасти, как сглаз. Пусть Аллах Тааля убережет нас и наших близких от этой напасти, чтобы Аллах Тааля оставил нас в целости, в здравии, чтобы все у нас было и у вас хорошо. Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.